этом зале лучшая в мире витебская публика. Добрый вечер! Заслуженный деятель искусств России Владимир Березин. Это я. Здравствуйте. 25 лет моей жизни отданы славянскому базару в Витебске. Мне этого вполне будет достаточно для того, чтобы помнить. Помнить не только случаи, людей, события, расположение зрительного зала, отсутствие крыши. И когда на открытии всегда шел дождь, мне этого вполне достаточно для того, чтобы не только писать книжку, а просто сидеть где-нибудь и вслух бормотать. Для меня славянский базар – это динамика развития моей жизни. Потому что всякий раз, когда я приезжаю на поезде Москва-Полоцк в половине 6 утра, и когда, взяв букет, иду регистрироваться в штаб фестиваля, не заезжая в гостиницу, а потом иду в теперь уже всегда мой номер и думаю: о, какой дядька крутой. С утра он в свой номер идет, как Пугачева всегда только в своих номерах живет. Говорю я себя как бы в полусне. Потом я просыпаюсь на репетицию, просыпаюсь от звуков оркестра, который уже в амфитеатре играет, и слышу жизнь, слышу себя. В среде шоу-бизнеса я чувствую себя уверенно, спокойно уже. Я понял, что самое главное и важное там – самодостаточность. Первое. Второе, безусловно, хоть это очень трудно, не на первом этапе, на втором, сохранить профессиональное, а точнее человеческое профессиональное достоинство. Я никогда никому ничего не доказывал, громко не кричал, не пытался учить, не пытался много говорить, молчал, а значит люди тебя спрашивают: что ты молчишь? Но только те, кому это интересно. Потому что касается закона шоу-бизнеса, он здесь и там везде одинаков. Этому меня учил великий Самбаев. На одном из новых телеканалов в далеком 92-м году, они стали рождаться, параллельные коммерческие телеканалы, меня туда пригласили. Мы приветствуем наших постоянных зрителей. Мы приветствуем тех, кто только что начал смотреть наш телеканал и в России, и далеко за ее пределами. Спасибо вам. Мне дали задание взять интервью у Махмуда Исамбаева. Я как поехал к нему домой, моя жена говорит: так мы там и остались. В однокомнатной квартире с большой кухней, почти как наша студия, в которой стоял стол человек на 20. За этим столом всегда сидели люди. Одним из них был я. Только я не ближе к нему, а вдали-вдали, чтобы не было видно и не было меня слышно. Чтобы меня не спросили: а ты чего здесь делаешь? Потому что именно это дает возможность услышать и увидеть как можно больше. Вот он рассказывал о том, как жить, как выживать, что такое трудности, мнимые и настоящие, что такое любовь к зрителю, что такое отношение со зрителем. Он сказал одну фразу, которая вечно мучает звезд больших и малых. Если ты оказываешься среди людей и не разделен с ними рампой, как себя надо вести? Он всегда говорил: как с мамой, сестрой, знакомой, как с женой. Если тебе говорят: дайте мне автограф или можно с вами сфотографироваться, ты должен в эту секунду чувствовать: свершилось главное, сбылась твоя мечта. Ты сфотографировался с этой тетенькой. У нее 2 зуба золотых фикса. Это все, что она в жизни заработала. И платье, которое она носит лет 15 уже. И в глазах любовь к тебе. Потому что если она с тобой сфотографировалась, это, может, единственная фотография со звездой шоу-бизнеса, так она вот поставит ее на тумбочке и каждый день будет на тебя с любовью смотреть. Кто на тебя будет с любовью смотреть каждый день? Она будет точно, остальные не факт. Всегда говорю всем своим коллегам молодым: наша профессия – это знак судьбы. Если тебе суждено, у тебя есть своя маленькая миссия, ты должен слышать,
шепот судьбы. То, что ты идешь, включаешь радио, и там говорят, Орловский комитет по телевидению и радиовещанию приглашает на конкурс на должность ведущего молодежных радиопрограмм. Я сказал, радио это мое. И я пошел. Меня послушали, сказали, что-нибудь произнесите. Ну вот как вот там, я говорю, говорит орел, 18 часов. Они не сказали, мы тебя берем. Они сказали, ой, как много вам нужно работать. Но парень деревенский, что делать? Юрий Левитан тоже жил под лестницей и тоже научился правильно говорить. Главное, есть отношения. Тогда это было важно, какой-то тембр голоса и так далее, и так далее. И я задержался. Из Орла я уехал благодаря тому, что мне в Орле сказали, знаете, молодой человек, к сожалению, у вас нет способностей профессии диктора. В прошлом году было 25-летие Орловского телевидения. Я приехал туда, простите, за понты как звезда. Но я же оттуда, да? И я на входе в телецентр, на вахте, встретил своего коллегу-диктора, которого очень любили. Он был талантливее, чем я. Он работал вахтером. Сутки через двое. Понимаете, что произошло во мне, когда я его увидел? Говорю, Сережа, здравствуй. А он застеснялся. Я бы был, наверное, в смену с ним сутки через двое. Вспоминая свое глубокое далекое детство, я только теперь понимаю, какой я счастливый человек, которому на первый взгляд судьба не дала привычного сразу. Как же хорошо, что была мама, которая, когда не стала папой, она меня родила без папы, не приняла решение от меня избавиться. Хорошо, что у меня тетя, которая стала мне второй мамой, которая меня в моей любимой деревне, правда, которой нету теперь на карте Российской Федерации, она меня, держа на руках, несла в новый мир. То есть я мир ощущал благодаря месту и отношению этого человека. Простая, совсем необразованная русская женщина. Она меня вырастила, она меня любила, она в меня верила, она меня жалела, потому что мама геолог далеко, а папы нету, как она говорила. И это вот надо мной все время было. И тебе надо, Вова, тебе надо стараться, у тебя папки нету, а мамка у тебя далека, у тебя только тетка. Это, знаете, такая мотивация была мощная, которую не дай Господь никому, и дай Бог каждому. Я, стиснув зубы, старался, и у меня что-то, по-моему, получилось. Она меня берегла, и она сохранила карточку, которую мама дала, чтобы лежала, вот где лицо моего отца. Если бы не она, половина меня, как части жизни, на этом месте что-нибудь другое было бы, но вот то, что встало на место, особенно для парня, для мужчины, для мужика, для дядьки и для дедушки, очень важно, чтобы была мама и папа, две половинки. Мне казалось, вот если я сейчас что-нибудь плохо сделаю, мог бы отец меня ругал или бы меня хвалил. Мне тетя сказала, вот смотри, у тебя отец священ. Так по-русски, священ такой. Ну, а что это такое? Ну, священный, идей-то далеко у горах, идей-то. Ну, я так и думаю, где-то, в каких-то горах, на лошади, потом, когда начал уже читать, потом, когда уже все Хаджи Мураты и так далее, я так внимательно изучал, все это как бы примеряя на себя. Думаю, Господи, Боже мой, я счастливый человек, я встретил своего отца, а не должен был бы его встретить. Мог бы не встретить. Потому что если бы на 5 дней позже я поехал со Самбаевым в Грозный, начались боевые действия, я бы никогда туда не поехал. Отца, наверное, не я нашел, а, скорее всего, великий Самбаев, который, как потом оказалось, мой дядя по тейпу. Это общность такая, это часть людей, которые держатся вместе, они в таких родственных отношениях. Я потом всем говорю до сих пор, если тебя приглашают в Чечню в гости, поезжай, никогда ничего не бойся, потому что тейп, семья, тейп и народ за тебя отвечают. Иначе, если что-нибудь с тобой произойдет, будет большой позор на долгие годы. Люди умеют это помнить. Так вот, он меня пригласил, я начал готовиться, прилетели, а вечером
вице-президент тогдашний Зелимхан Яндарбиев приехал в гости к Махмуду Эсамбаеву Джиджи Гелныш покушать национальное. И Махмуд ему рассказывает: мы собираемся и едем на телевидение. Приостанавливают трансляцию российского канала, выходит Яндарбиев и говорит: вот фотография. Это вот этот парень, вы его знаете хорошо, он каждый день к вам в дом приходит. А вот его отец. Если кто-нибудь его знает, дайте знать. Он здесь дня 2. Сказали и разъехались. Ну, вроде и забыли. В 8 часов утра ко мне в дверь постучали. В 8 часов утра артист, который вечером работает, обычно бодрым голосом, я говорю: кто там? Мне отвечают: это ваши братья. Думаю, все, началось. Но когда я открыл это, правда, мои были братья, которые мне сказали: вчера отец себя по телевизору увидел и утром приехал к нам в 5 утра и сказал: все соберитесь и идите брата своего заберите. А вот, впрочем, и батя в папахе с другом приехал. Я и тогда не поверил, честно говоря. Думаю, что-то такое из какого-то художественного фильма. Потому что 37 лет этого не было, и вдруг это наяву. Ну, так не бывает. Я же привык верить, что это где-то не здесь. Когда мы приехали домой, собралась вся семья, когда его жена Зоя взяла меня за руку и говорит: сыночек, у меня мурашки побежали. А когда мой отец сказал: ты, наверное, веришь? А ты, наверное, не веришь или веришь? Ну, я интеллигент, из себя изображал, сказал: ну, конечно, верю. Хотя в душе он говорит: пойдем. Зашли, он говорит: ты мой сын, верь, потому что твою маму зовут Александра Михайловна. Все ее зовут Шура. Это был код-ключ. Заплакал я, заплакал он. Потом мы еще много раз плакали, но по другому поводу, потому что в той войне погибли 2 моих брата. Но он меня всегда учил смеяться. Как же важны отношения между родителями и детьми. Как же важно помнить, разговаривая со своей мамой, что это очень просто, примитивно. Это человек, который дал тебе жизнь, а мог ее отнять или не дать совсем. Если ты понимаешь, кто тебе подарил жизнь вот во взрослом состоянии, ты никогда этому человеку не нагрубишь, потому что ты уже это понимаешь. В этом мое счастье, что я увидел иную культуру отношений вот в чеченских семьях, в чеченском быту. Там при появлении старшего, даже неизвестного, обоего пола, те, кто моложе, встают. У них это не потому что, а потому что надо так. Потому что это люди, которые прошли за них предыдущий путь. В своей семье никогда не разговариваю со своими близкими, хоть я папа, я старший, от меня зависит почти все. Неуважительно, назидательно, безапелляционно. У меня 2 дочери. Одна дочь, которую мы родили с моей женой Людмилой Юрьевной, вторая приемная дочь. Она грузинка, она выдающийся ученый и феномен мирового уровня. Это человек, который с рентгеновским видением, она биофизик, она медик, биохимик. Это человек, который спас мне жизнь в свое время. От меня, от страшной болезни спас вовремя меня Господь раз и познакомил. И все. Потом оказалось, что у нее нет папы, как и у меня не было. И что у нее родинка на шее в том же месте и такого же размера, как и у меня. Ее зовут Рита. Дочка Юлия, она живет во Франции, она замужем, она счастлива, она фотохудожник, она мастер спорта по выездке, она мое продолжение, моя полная копия. А это другой человек, это человек, который меня уравновешивает. Чем больше живешь, начинаешь понимать, какой же это увлекательный процесс. Я помню какой-то переломный момент в жизни, бывает в жизни каждого человека, что-то связанное, опять же, с работой, когда и на российском телевидении закончилась пора дикторов,
и я оказался на должности какого-то главного редактора телеканала по программам, которые приходят на канал. Мне, наверное, интересно, но совсем не моей. Я начал внутренне перестраиваться. Такой процесс противоречия внутреннего уйти или не уйти, мое или не мое. Я оказался под Казанью на знаменитом и древнем острове Свияжск. В Раивский монастырь нас повезли, потому что он древний, восстановленный. Всех гостей туда возили. Часть восстановлена, часть еще в разрухе. Я вдруг увидел человека с такими ясными светлыми глазами. Такой несвойственный моему представлению образ священника, легкий, контактный, юморной, что вот этот поиск, боль души, она сразу, знаете, как как пена содой. Шух. Я как сел вечером и только смотрел и слушал, смотрел и слушал. Если бы не моя семья, я бы, конечно, может быть, был бы теперь иеромонахом этого монастыря, потому что мне так было там хорошо, там было все хорошо, там все понятно, просто пахнет ладаном, тебя понимают, с тобой разговаривают, тебя слушают. Что я сказал, Он говорит, да, пожалуйста, Володя, вас-то мы здесь всегда рады видеть, будете экскурсии водить, но вначале пойдем к старцу, отцу Андрею. Чего он скажет? У нас есть такой очень-очень мудрый. Я пришел и увидел того человека, о котором говорят, вот сидит перед тобой на стуле, допустим, дали в креслечек, а ты видишь, он парит, легкий, прозрачный, невесомый, воздушный. Я пришел, что пришел? Я говорю, вы знаете, вот я так люблю, и что? Вот я подумываю о том, что, может быть, мне остаться в монастыре. Он говорит, иди отсюда. Когда надо, Бог тебя приведет. А сейчас у тебя другая задача в этой жизни. Идите с Богом. Я повернулся и пошел. Даже слегка я обиделся, как это так? Теперь-то я точно понимаю. Это был такой урок удивительный веры, надежды какой-то, ответ на многие-многие вопросы. После этого моя жизнь просто повернулась. Я стал таким, каким пытаюсь сохранить себя сегодня. Я верю. Я, главное, стараюсь не путать со второстепенным. Я отличаю в этой теперь жизни, спустя уже годы, я отличаю веру священнослужителей. И понимаю, что иногда это не одно и то же, это меня не обескураживает. Мне это раньше казалось, что священник – это и есть вера, это и есть Бог. А мне сказали, нет, вера и Бог – это одно. Все остальные идут к Нему. Иди рядом, иди своим путем, жди своего часа. Надо, Бог тебя позовет. Ты, если голоса не услышишь, то душа услышит. Мне это важно. Человек, родившись, он уже на подсознательном уровне пришел на эту землю для того, чтобы прощать. Когда у меня первый раз забрали все деньги, я простил. Я теперь общаюсь с этими людьми. Мне легко, если их не спрашиваю. Я зарабатывал этого человека, а вдруг у человека появились проблемы. Я с ним работаю, как и не помогу. У меня деньги в тумбочке лежат. Мы были первыми, кому разрешили продать квартиру, наверное, Свердловскую, чтобы купить московскую. А это примерно так. Шикарная четырехкомнатная была равна однокомнатной в Москве. Нужно было еще 1010 зеленых рублей. И тогда бы мы купили бы двухкомнатную поближе к работе. У меня была надежда на то, что я с этим человеком работаю, я заработаю денег и куплю. Жена сказала, не дам. Я сказал, уйди, старуха, меня не раздражай. И я остался без всего. Жена плакала год каждый вечер, каждую ночь, каждый день. Она плакала, она сказала, мы в Москве на съемной квартире. У нас нет квартиры, у нас нет страны, у нас почти нет работы. И я как вот тогда, помню наш разговор, когда меня должны были уволить с Свердловского телевидения, я говорил, Люда, не плачь, у нас все будет хорошо. Я так в это верил, что однажды мне сказали, давайте вы поедете в Волгоград, 50-летие, юбилей Сталинградской битвы, проведете на РТР, новое телевидение.
потому что у нас нет никого, кто бы мог эти телемосты, прямой эфир. Я был свободен, потому что у меня работы уже не было. И я поехал, я 8 часов провел. И когда возвращался поездом домой, в свою съемную квартиру в метро Кузьминки, мне руководитель канала сказал: спасибо вам большое за то, что вы сделали, как вы это сделали. Мы хотели бы вас позвать к себе работать. Как ведущий программы «Время», я сказал: что сразу соглашаться. Он говорит: но есть одно условие, мы бы хотели вас позвать диктором. И я по ней говорю: я подумаю. Я приехал и говорю Людмиле: так и так. Она говорит: иди в дикторы. Иди диктором, потому что иначе у нас нет жилья, тебя все равно выгонят с работы, закончится контракт, и ребенок наш уже здесь. Я пошел. Главный диктор российского телевидения Владимир Березин. Я начал работать диктором. Я начал работать на телевидении, я начал работать на радио, потому что без этого я уже не смог. А я начал работать как проклятый и купил двухкомнатную квартиру. Вот дать в долг – это колоссальное испытание для человека дающего и берущего. Потому что надо потом снова к этому возвращаться. Для дающего это попросить денег, которые ты дал. Это надо слова найти. Это должно быть такое или отчаянное состояние, или безразличное, чтобы ты сказал: слушай, старик, деньги верни мне. Из чего я сделал вывод: если хочет вернуть, просить не надо. Если не вернет, значит, должен был их отдать. Я теперь, если есть у меня возможность, я помогаю, даю людям, не ожидая, что мне их вернут. У человека, который многие годы или несколько десятилетий занимался творчеством, если не безуспешно, у него должен какой-нибудь быть бизнес, хотя бы рыбками торговать. Мой бизнес – это моя работа и мое хобби – разведение коз молочных пород. А это я к себе вернулся, к маленькому-маленькому, когда я хотел стать ветеринаром. Я теперь могу коз альпийской, заанинской, нубийской, камерунской породы и не одну. Они живут у Анны Михайловны, тетушки, в хорошем месте. Его знает весь мир. Сергиев Посад. И как только у меня появляется хотя бы день или два, Володя по-прежнему приезжает, переодевается, идет пасти коз или убирать навоз, кормить, поить, только никому не говорить, и доить. Но это тоже бизнес. Это те животные, кроме собак, которых у меня тоже 4. Но это почти банально. А вот козы – это оригинально. Они, если с ними 20 минут рядом постоишь, они высокоэнергетичные животные. Они энергоимпульс тебе, они как камертон тебе задают. Рекомендую попробовать всем. Ну, если этого не почувствуешь, будет молоко свежее, молоко кислое, холодное, парное, творог, сливки и сыр. У нас сейчас это очень модно, импортозамещение. Очень модно. Поэтому это вот видите, какой неожиданно мой бизнес. Среди задач, которые создатель поставил, простите за пафос, наверное, у меня еще одна миссия. Быть примером, достойным примером того, что сегодня волнует людей. Я, человек, половина которого православная, меня бабушка моя Агриппина Федотовна в деревне в сельскую церковь отнесла и крестила. А ровная половина у меня мусульманская. Мой папа правоверный мусульманин, он ушел около года назад, который 5 раз в день молился. Я думаю, зачем? Раньше не задумывался. Зачем? Теперь понимаю, чтобы для тех, кому я чуть-чуть интересен, я был примером того, что в одном человеке очень спокойно, гармонично может и должно сочетаться то, что сегодня кого-то разделяет. То, что я люблю и понимаю, что Бог един, а я по-другому не могу сказать,
как бы я к этому ни относился, он един, потому что он во мне. Два пути к нему, православие и ислам, они во мне рядышком существуют. У меня нет внутренних противоречий. Две этих конфессии, два этих состояния, два этих отношения, они меня укрепляют. Я понимаю, что людям, в которых не течет две крови, православного христианина и мусульманина, им-то тем более делить нечего. Это мне надо в себе разобраться на фоне сегодняшней жизни. А я сам с собою вполне нормально существую и очень гармонично.